Тема лекции «Кыргызстан. Древности». Первый вопрос. Каменные и бронзовые века в Кыргызстане. И второй. Союзы племен государства Дабан. Первый вопрос. Каменные и бронзовые века в Кыргызстане. Каменный век. Каменный век – историко-культурная эпоха становления человеческого общества, главной особенностью которой является изготовление из камня изделий и орудий, предназначенных для добычи пищи и защиты от врагов. Это длительный период в истории развития человечества. Начало его относится ко времени отделения человека от животного мира – 2,5–3 миллиона лет тому назад, а конец совпадает с началом использования металлов – 8 тысяч лет тому назад. Характерные отличия культуры позволяют условно разделить эту эпоху на древний каменный век – палеолит, новый каменный век – неолит и переходный от палеолита к неолиту – средний каменный век – мезолит. В свою очередь они также подразделяются на периоды и так далее. С каменным веком связана история появления и развития древнейших коллективных объединений людей. Самые древние каменные орудия, обнаруженные на территории Кыргызстана, памятники, принадлежащие древнейшим мастерским эпохам палеолита, относятся примерно к нескольким тысячелетиям до нашей эры. Они найдены на берегу реки Онарча в горах центрального Тениртоо, а также в местности Кожоба-Каргансай на границе Кыргызстана и Таджикистана. Исследования орудий показывают, что древние люди жили небольшими группами, которые ученые называли человеческим стадом, так как объединение их было чисто инстинктивным, неосознанным, непостоянным. Люди эпохи раннего палеолита, жившие на территории Кыргызстана, умели пользоваться огнем. Без этих важных условий первобытные люди не смогли бы противостоять своим многочисленным врагам, хищным зверям и побеждать в борьбе за существование в суровых природных условиях. В эпоху среднего палеолита наблюдается прогресс в изготовлении орудий. Человек начинает использовать разные виды камней, усложняется техника обработки камня. Памятники этого периода обнаружены в долине Тосор на Исыкуле, на холмах близ села Георгиев Качуйской области, местности Сасык-Ункур Волжской области. В ущелье Дангерик-Дере, расположенном на хребтах Алайских гор, найдены следы древней камнедробильной мастерской. Пласты кремния черного, серого, зеленого цветов, которые дробили по природным срезам на мелкие отщепы. Затем их обрабатывали и изготавливали более прочные и острые, чем прежде, ножи и рубила. Совместный поиск пищи и объединение усилий в борьбе с врагом сплачивали людей. Однако теперь на смену животному инстинкту объединения приходят более осознанные связи. Древнейшими типами человека, проживавшего на территории Кыргызстана, были пятикантропы и синантропы. По эволюционному развитию человека разумного называли Homo sapiens. Они жили стадами по 25-50 человек, занимались главным образом охотой. Найденное в пещере Тешикташ в Узбекистане захоронение мальчика позволяет сделать вывод, что уже 40 тысяч лет тому назад у наших древних предков существовал обычай погребения умерших. В период позднего палеолита, по мнению ученых, человек расселяется уже во всех климатических зонах нашей планеты, формируются расы и расовые группы. В результате активизации общественных связей между группами людей древнейшее объединение, человеческие стада, перерастает в более передовую их форму – родовое общество. Основной формой общественной организации людей становится род, где люди были связаны кровным родством, общим происхождением, а также трудовой и бытовой общностью. Этот период истории характеризуется доминирующей ролью женщины в жизнедеятельности рода, и поэтому называют эпохой материнского рода – матриархат. Связано это прежде всего с ее предназначением быть продолжительницей рода, матерью. Кроме того, женщина осуществляла важные общественно-хозяйственные функции в жизни рода. Родовое общество стало более высокой формой организации человеческого общества. Совершенствуется техника изготовления орудий труда. Кроме камня для их изготовления стали применять кость и дерево. Изделия и орудия труда этой эпохи обнаружены в местности Сел-Онкур близ Аша, а также на территории источников Кожогор в долине Исфаны. Происходит изменение в сознании людей. Человек уже делает какие-то наблюдения и пытается отразить свое понимание происходящих в природе явлений в искусстве, в рисунках на камнях, сводах и стенах пещер и так далее. Так, стены пещеры Акчункур в долине Сарыджас Исыкульской области испещрены рисунками древних художников, которые отразили животных, сцены охоты, ритуальных танцев и так далее. Обнаруженные каменные изваяния свидетельствуют о зачатках религиозных представлений у древнего человека. В эпоху Верхнего палеолита происходит формирование облика человека современного типа. Новокаменный век, неолит, охватывает период с 5 по 3 тысячелетия до нашей эры. Памятники этого периода обнаружены в местности Акчункур, ложе реки Сарыджас Исыкульской области,
пещерах Тике-Сикирик, близ города Нарын, на побережье реки Аламодун, Чуйская область, в окрестностях города Чолпон-Ата, свидетельствуют о крупных сдвигах в хозяйственной жизни и общественном устройстве людей, живших на территории современного Кыргызстана. Приручение животных, коз, овец, а затем и крупного рогатого скота позволило людям заниматься разведением скота. Отдельные родовые общины в силу природных и других условий больше занимаются земледелием, выращиванием зерновых и так далее. Это достижение человеческого общества в науке называется неолитской революцией. Постепенно земледелие и скотоводство выдвигаются на передний план, превращаясь в основные отрасли ведения хозяйства. Однако охота и собирательство по-прежнему оставались важным видом трудовой деятельности. В долинах Средней Азии, где земли отличались плодородием, по сравнению со скотоводством, большее развитие получило земледелие. Возникают зачатки различных ремесел – гончарного, ткацкого и другие. Человек начинает изготавливать из глины посуды, осваивает простейшие виды плетения и ткачества, что позволяет ему шить одежду. Делаются первые попытки разработок месторождений полезных ископаемых. В социальном плане общество эпохи неолита представляло собой родовую общность, основанную на коллективном труде ее членов и общей собственности на средства производства, орудия труда. В нее входили более мелкие роды и родовые объединения, которых связывала общность происхождения и ведения хозяйства. Найденные на территории Кыргызстана памятники этой эпохи свидетельствуют о том, что родовые объединения не только сохранили особенность ведения хозяйства, культуры, но также поддерживали тесные отношения с родовыми объединениями соседних территорий. На последних этапах каменного века происходят кардинальные изменения. На смену каменным орудиям приходят вначале орудия труда из меди, затем из бронзы. Более производительные орудия труда способствовали повышению эффективности труда, дальнейшему развитию земледелия и скотоводства, росту обмена продуктами труда. В связи с появлением более производительных орудий труда, новых видов трудовой деятельности, а также усложнением общественных взаимоотношений между членами внутри одной родовой группы и между разными родовыми объединениями, а также уменьшением экономической роли женщины, растет функциональная значимость мужского рода и общественная роль мужчины-отца. Таким образом, происходят перемены в социальной структуре общества. На смену матриархату приходит патриархат, эпоха отцовского рода. Внутри рода вместо групповых семей возникают новые брачно-семейные отношения – парные семьи. Применение орудий труда и железа способствовало повышению производительности труда. Отдельные семьи благодаря этому получают возможность завести собственное хозяйство. У них появляются излишки продуктов. Так постепенно в недрах родового строя возникает имущественное неравенство, создаются предпосылки для разделения общества на классы богатых и бедных. Начальной ступенью века металла был энеолит – медно-каменный век. Иногда его называют халколит. Энеолит – это переходный период от неолита к бронзовому веку, время появления первых металлических орудий из меди, однако в практическом употреблении преобладали каменные орудия. Эпоха бронзы, Ошское городище. Эпоха бронзы – историко-культурный период широкого распространения и использования в жизнедеятельности человеческого общества орудий труда, предметов быта и оружия из бронзы. Начавшись в третьем тысячелетии до нашей эры, бронзовый век достиг своего расцвета во втором и завершился в начале первого тысячелетия до нашей эры. Использование бронзы, сплава меди с примесью других металлов, главным образом олова, отличающегося от меди легкоплавкостью, более высоколитейными качествами и прочностью, положило начало интенсивному развитию техники и культуры. Многочисленные находки изделий и орудий из бронзы в окрестностях населенных пунктов Садовой и Сокулук в Чуйской долине, в ущелье Шамши, Кочкорской долины, свидетельствовали о бурном расцвете эпохи бронзы на территории Кыргызстана в XII-VIII веках до нашей эры. Бронзовый век в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, охватывал период с третьего тысячелетия до X-VIII веков до нашей эры. На территории Кыргызстана месторождения медной руды разрабатывались недалеко от города Аша, в окрестностях Нааката, Чаткала, Китмен-Тюбе, а оловянные рудники вдоль русла реки Сарыджас на Иссыкуле. В эпоху бронзы на территории Кыргызстана получили развитие две культурно-исторические общности. Родоплеменные общины, населявшие центральный Тенир-Тоо, Иссыкуль, Чуйскую и Таласскую долины, занимались кочевым скотоводством, которое в той или иной степени сочеталось с земледелием и охотой. Люди этой эпохи находились во взаимосвязи с народами и племенами, населявшими просторы Казахстана и Южной Сибири. Сходство обнаруженных в этих регионах памятников производственно-хозяйственной деятельности и культуры позволило объединить и отнести эти племена к представителям андроновской культуры, получившей название от села Андроново, расположенного недалеко от города Ачинска в Сибири, где были впервые обнаружены памятники этой культуры.
Богатейшая коллекция исторических памятников андроновской культуры обнаружена в Качкорской долине, селе Шамши. Андроновские племена Кыргызстана освоили не только предгорные низменности, но и труднодоступные высокогорные плато Аксай и Арпа, о чем свидетельствуют оставленные ими наскальные рисунки. Обнаруженные памятники говорят о том, что в племенах сложились отдельные группы ремесленников, оружейников, ткачей, кожевенников и так далее, которые мастерили бронзовые мечи и кинжалы, наконечники копий и стрел, серпы и топоры, выделывали кожу и изготавливали из нее одежду. В результате тщательных исследований на территории республики археологами были обнаружены ряд жилищ, захоронений, наскальных рисунков андроновской культуры. Так, близ села Беловодское в Чуйской долине была раскопана жилая постройка, датируемая XVIII-XV веками до нашей эры, а обнаруженные в Аламудуме, Александровке, Желме и Кхаенде исторические памятники относятся уже к XII-IX векам до нашей эры. В ходе строительства нового центра Токтагульского района было обнаружено жилище эпохи андроновской культуры, просторное помещение площадью около 70 квадратных метров, углубленное от поверхности на 1 метр. Стены и потолок полуземлянки укреплялись бревнами, переплетенными прутьями и обмазывались глиной. Здесь жила и вела хозяйство семья, состоявшая примерно из 25 человек. Для андроновцев было характерно существование двух параллельных погребальных обрядов – трупосожжения и захоронения умерших. Вместе с умершими в могилу складывали еду, металлические ножи, иголки, различные бусы, браслеты и тому подобное, что свидетельствовало о вере в загробную жизнь. В некоторых регионах Кыргызстана был обнаружен целый ряд кладов, относящихся к этой эпохе. Например, в селе Александровка, Чуйская долина, в одном и том же месте найдено около 30 серпов, около города Каракола и Сыкуль 5 кинжалов. Можно предположить, что эти предметы предназначались для обмена или продажи. Основным видом занятия племен андроновской культуры было скотоводство. Разводили коров, овец, двугорбых верблюдов. Предметом особой заботы были, конечно, лошади. Есть мнение, что именно представители андроновской культуры одними из первых научились готовить кумыс. В зимнее время скот содержался в загонах. Для этого заблаговременно заготавливался корм. Свиней не держали. В поздний период бронзового века поголовье коров в хозяйствах андроновской культуры существенно сократилось и увеличилось число лошадей, что было связано с необходимостью постоянного передвижения в поисках пастбищ. Так возникло кочевое скотоводство. Главным звеном социальной структуры общества андроновской культуры являлись большие семьи. Семьи объединялись в роды, последние образовывали племена. Совершенствование орудий труда в результате использования бронзы привело к увеличению производства продуктов и других материальных ценностей. Пользуясь своим положением и возможностями, родоплеменная верхушка присваивала себе большую часть созданного рядовыми членами общества богатства. Особыми привилегиями пользовались предварители войск и религиозные служители. Таким образом, в обществе появились первые признаки неравенства. В отличие от предыдущих этапов истории, власть осуществлялась по мужской линии, иначе говоря, патриархат окончательно утвердил свои позиции в эпоху бронзы. На юге Кыргызстана, в Ферганской долине, в это время формировалась другая культура – культура оседлых земледельческих племен. Ученые-археологи назвали ее чустской культурой. Впервые стоянка людей этой культуры была обнаружена в селе Чуст на Манганской области. Основным видом хозяйственной деятельности чустских племен являлось земледелие. Они выращивали пшеницу, ячмень, овес, проса. Эта культура характеризовалась более высоким уровнем ремесленного производства по сравнению с андроновской, однако скотоводство являлось второстепенным занятием. Для уборки урожая использовались бронзовые и каменные серпы. Древние каменные серпы, изготовленные в Фергане, были обнаружены на Иссыкуле, в Наакате, а также в Восточном Туркестане. Зерно хранили в ямах, выкопанных в жилище. В некоторых из них вмещалось до тонны зерна. Типичные чустские поселения были обнаружены близ современных Узгена, Куршаба, Нуаката и других местностях. Наиболее изученным является поселение на склоне Сулайман-горы в городе Аше. Ошское поселение, названное по месту обнаружения, занимало территорию, длина которой была не менее 200 метров. В течение 3 лет, 1978-1980, здесь тщательно изучались общее расположение городища, характер постройки жилищ, большой набор керамики, каменных орудий и поделок. Все это позволило ученым получить бесценный материал. Поселение располагалось на довольно крутом южном склоне горы, своеобразным ступенчатыми террасами. Подобных поселений в Центральной Азии еще не обнаружено. Археологи исследовали самые верхние из них, расположенные непосредственно под скалой, венчающей гору. По их предположениям, древние жилые строения плотным кольцом окружали эту центральную вершину Сулайман-горы. На всех террасах, утрамбованных за многие века, отчетливо видны места древних ям-хранилищ круглой формы,
предназначавшихся для хранения зерна и других продуктов. Всего было раскопано и очищено более 70 хранилищ различной величины и глубины. Из ям хранилищ было извлечено около 2 килограммов угля. Подвергнув его радиоуглеродному анализу в специальной лаборатории города Ленинграда, ученые установили время, когда горел этот уголь, а на основе этого — время существования Ошского городища. Как и в других памятниках чудской культуры, все группы обнаруженных в Ошском городище предметов были изготовлены из камня, бронзы, кости, в том числе игральной альчики, что позволило сделать главный вывод. Население городища вело оседлый образ жизни, занималось в основном земледелием, ремеслом и разведением скота. Ошское поселение — наиболее яркий и ценный памятник древней чудской культуры, что подтверждено и данными радиоуглеродного анализа найденных предметов. Таким образом, первое поселение оседлых земледельцев в окрестностях современного Аша возникло более 3000 лет назад. Это позволяет с полной уверенностью утверждать, что история города Аша действительно насчитывает 3000 лет. На территории Средней Азии аналогичных памятников пока не обнаружено. Своеобразным отражением социально-бытовой жизни людей той эпохи является наскальное искусство, изображения, высеченные на горных скалах, в пещерах и так далее. В основном они сосредоточены в так называемой картинной галерее урочища Саймалуташ, расположенного западнее реки Когарт в Тогусто-Русском районе Джалалабадской области. Она считается одной из самых больших в мире. Небольшое количество рисунков найдено близ города Чолпон-Аты и в долинах Китмен-Тюбе и Алая. Второй вопрос. Союзы племен государства Дабан. Саки в мировой истории. В 8-3 веках до нашей эры обширные территории, занимаемые современными государствами Средней Азии и Казахстаном, населяли многочисленные кочевые племена, которых в древнеперсидских клинописных текстах называли саками — свободный человек, доблестный муж, воин. Античные авторы именовали их скифами, древнеиндийские источниками — турами, китайские — народ Тсе. Север современного Кыргызстана населяли саки Тиграхауда, юг — саки Хаумаварга. Дошедшие до наших дней источники содержат материалы, свидетельствующие о том, что саки говорили на древнетюркском языке и внешне принадлежали к еврепеоидам. В то же время для некоторых саков Тиграхауда были характерны монголоидные черты. Эти и другие данные позволяют считать саков предками тюркоязычных народов. Общественное устройство саков находилось на стадии, для которой характерно появление элементов государственности. Главным звеном общественного устройства саков являлась кочевая община, основу которой составляли семьи. Постепенное проявление имущественного и социального неравенства в общественном устройстве создавало условия для распада общинного строя и выделения родоплеменной знати. Росли авторитет и роль военачальников, и, следовательно, множилось их богатство. Захоронения саков и обнаруженные в них археологические находки наглядно свидетельствуют о социальном расслоении общества саков V века до нашей эры. В честь правителей и знатнейших особ сооружались огромные погребальные курганы, достигающие в диаметре 50-120 метров, в высоту от 9 до 15 метров. Размеры захоронений представителей родовой аристократии были поменьше, диаметр их составлял от 30 до 45 метров, высота 5-7 метров. Еще скромнее выглядели могилы воинов. Что касается простолюдинов, то нередко от их погребения оставались едва заметные следы. Различались захоронения и своим содержимым. Из больших усыпальниц археологи извлекали до 4000 золотых изделий. В обычных могилах зачастую находили несколько глиняных предметов. На самой низкой ступени общественной иерархии находились немногочисленные рабы. Основные направления хозяйственной деятельности общин преимущественно обуславливали природные условия их обитания. Саки северной части Кыргызстана занимались главным образом животноводством, а население Ферганской долины наряду с разведением скота занимались и земледелием. Скотоводы разводили грубошерстных овец, породы приспособленных к горной местности лошадей, крупный рогатый скот, двугорбых верблюдов. В регионах с благоприятным климатом развивалось поливное земледелие, выращивалась пшеница, ячмень, проса. Основной пищей саков были мясо и молоко. Из шерсти и волокон растений плели ткань для одежды. В этих же целях применялись шкуры животных.
Археологические находки свидетельствуют о наличии у саков своеобразных остроконечных головных уборов, изготавливаемых из войлока. Широкое развитие получили различные ремесла – гончарное, изготовление конской сбруи и упряжи из кожи. Уникальные по своей значимости памятники сакской культуры на территории Кыргызстана обнаружены в Чуйской долине, Иссык-Кульской котловине, отдельных районах Тенир-Тоо и других. Большой интерес представляют жертвенники, светильники, конусовидные котлы с ножками и другие предметы, которые свидетельствуют о высоком уровне развития прикладного искусства саков. В находках обращают внимание обилие предметов с изображением различных животных, бегущих козлов, хищников, являющихся образцами искусства звериного стиля. Ювелирные изделия из золота, бронзы и керамики, тематическое содержание их украшений отражали мировоззрение и философские взгляды древних скифов. В VI веке до нашей эры саки Тиграхауда вступает в ожесточенную борьбу за независимость с персидским иранским царем Киром II, который, разгромив в 550 году до нашей эры Медийское царство, основал мощное, простиравшееся от Средиземного моря до долин Инда, государство ахаменидов. Сочинения великого греческого историка Геродота свидетельствуют, что Кир II считал себя богоподобным и непобедимым. В 530 году до нашей эры он выступил во главе огромного 200-тысячного войска в поход для покорения саков Тиграхаудов. Войско саков возглавила царица Томирис. Несмотря на превосходство сил, персы потерпели поражение, мечтавший о мировом господстве Кир II был обезглавлен. Более успешными были походы другого правителя из династии Ахаменидов, Дария I. В 519-518 годах до нашей эры он сумел победить саков и обложить их данью. И все же персы не смогли распространить свою власть севернее реки Сырдарьи. Саки, жившие в северной части Кыргызстана, не допустили иранских завоевателей на свою землю. Позднее саки установили мирные военные связи с персами и сражались на стороне ахаменидов в решающих битвах греко-персидских войн 500-449 года до нашей эры. В марафонском сражении 490 год до нашей эры большую отвагу и мужество проявили воины-конники. Хорошо обученные воинскому делу, саки оказали значительную помощь персам в завоевании Греции и Египта. По данным письменных источников, в городах Египта и Вавилона существовали лагеря, специально сооруженные для войск саков. Еще одна страница истории саков связана с завоевательными походами великого полководца древнего мира Александра Македонского, который предпринял поход на Среднюю Азию после покорения династии Ахаменидов. Разгромив в 331 году до нашей эры объединенные силы персов и саков, войска Македонского в 329 году вышли к берегам Сырдарьи. Однако здесь завоеватели встретили упорнейшее сопротивление сакских племен. Это было связано с формированием саками в указанном регионе к IV веку до нашей эры самостоятельной государственности, а также возросшим уровнем их общественного, политического и экономического развития. Жесткая воинская дисциплина, большой опыт участия в сражениях, а также не уступавший греко-македонцам уровень вооружения позволяли сакам конкурировать с сильными противниками. В 329 году до нашей эры на берегах Сырдарьи произошла решающая битва саков с войсками Александра Македонского. Народы Средней Азии потерпели поражение, однако они нанесли серьезный урон силам врага, сломив его. Несмотря на превосходство, греко-македонцы не смогли продвинуться вглубь занимаемых саками территорий. Пройдя с восточной стороны Волжскую область, завоеватели сумели дойти только до реки Кожоба-Кыргансай, протекающей через Лелекский район. В результате планируемый полководцем завоевательный поход на Индию задержался. В 323 году до нашей эры, после возвращения из Индии, Александр скоропостижно скончался. В 312 году до нашей эры один из военачальников Александра Македонского, Селевк, основал греко-бактрийское государство 312-64 года до нашей эры. По мнению некоторых ученых, город Антиохия, расположенный на восточной окраине этого государства, находился в окрестностях современного Узгена. Это подтверждает факт пребывания ферганцев какое-то время в зависимости от греков. Связь далекой Греции с Кыргызстаном послужила основой для открытия впоследствии Великого Шелкового пути, связавшая огромное пространство от Китая до Рима. Сведений о последних периодах истории сакского государства очень мало. Отсутствие единства и усиливавшиеся раздоры между племенами за власть создавали благоприятные условия для завоевания их надвигавшимися с востока более могущественными племенами кочевников. Во II веке до нашей эры владения саков, расположенные за рекой Сырдарья, захватили юэджи, тохары, которые были вытеснены из восточного Туркестана племенами хунну, гуннов. Однако надолго закрепиться в Тенир-Тоо и Ферганской долине юэджи не смогли, поэтому, вступив в союз с саками,
Они завоевали греко-бактрийское царство в Средней Азии. В середине II века до нашей эры населявшие центральные тинирто-сакские племена подверглись очередному нашествию со стороны усуней, которые двигались из восточного Туркестана. Усуни, значительно окрепшие в период могущества и расцвета Хунской империи, стремились к самостоятельности. Это вынудило саков Семиречья в поисках убежища мигрировать на запад, вглубь Средней Азии, в недоступные горные территории. Оставшаяся часть саков, ассимилировав с усунями, в последующем положила начало формированию новых этносов. Усуньское государство. Этноним «Усунь» вошел в историю из китайских династических хроник и в переводе с древнетюркского означает «народ 10 родов». Ус-род, Унь — 10. Согласно другой версии, этноним произошел от названия реки Упса, Узун, протекающей в Восточном Туркестане. Анализ многочисленных генеалогических материалов и тюркских родословных преданий позволяет говорить, что усуни были ответвлением тюркских народов, хотя онтологический тип их не был характерен для коренного населения Туркестана. Это были русобородые, голубоглазые люди. Из источников известно, что первоначально усуни кочевали по соседству с Хуну и Юэджи на территориях к западу от Великой Китайской стены. Часть из них в 160 году до нашей эры, подчинив саков и Юэджи, переселились на новые земли в районе Тинирто и Семиречья. В результате возникает новое государственное объединение, которое на востоке граничило с Хуну, на западе с конгуями, расселявшимися в долинах Таласа, на юге с народами Ферганы и Восточного Туркестана. Южные владения усуни простирались до озера Балхаш. Столицей государства был город Чигу или Чигучен, в переводе «город Красной долины». Археологические исследования последних лет позволили выдвинуть гипотезу, согласно которой город находился в Тюбском заливе озера Иссык-Куль. Под водой обнаружены останки стен города и другие находки, свидетельствовавшие, что жители занимались земледелием и различными ремеслами. По мнению ученых, в начале нашей эры, поднявшись в результате тектонических процессов, воды озера затопили город. Политическое устройство. Усуньское государство представляло собой монархическое государство кочевников. Монарх имел титул кюнгбак, кюнгбей. Этот верховный титул власти усуньский монарх первым получил от представителя хунской ветви династии Моде Шаньюй. Таким образом, усуньские правители, получив прежде всего титул кунбага, становились надежными стражами западных границ хунского государства Джань-Цань. Один из приближенных к хунскому императорскому двору сановников характеризовал усуни как правую руку хунну. Но даже позднее, во времена самостоятельности государства, этот титул сохранился. Свою роль сыграло здесь и родство языков. Не случайно в средневековых преданиях об Агус-Кагане одного из его потомков звали Кун-хан. Власть монарха была ограничена. Прежде чем принять окончательное решение по важным государственным вопросам, их рассматривал и обсуждал совет старейшин. Кроме того, существовала организованная система управления государством. В государственном аппарате было не менее 16 тысяч чиновников. Усуни имели большое войско, численность которого составляла иногда более 630 тысяч воинов. Поэтому с ним были вынуждены считаться и ханьский Китай, и даже господствующий в Центральной Азии хунну. Усуньское государство составляли две племенные группы и объединяющая их централизованная власть. Разделение средневековых кыргызских племенных объединений на правое и левое крыло, выделение группы Ичкилик — это исторические следы, истоки которых ведут свое начало к древним хунну. Общественное устройство. Общественные процессы в государстве Усуни развивались по тем же направлениям, что и в соседней империи хуннов. Здесь складывались раннеклассовые отношения, но наряду с ними сохранились сильные пережитки патриархально-родовой организации. В обществе все отчетливее проявляются признаки социального неравенства. В руках родовой знати сосредотачивается власть и большая часть богатства, которое было создано и умножено трудом всех членов общины, и в первую очередь простыми скотоводами, полуоседлыми кочевниками, земледельцами и ремесленниками, то есть принадлежало всему роду. Богатые усуни имели по 4-5 тысяч голов лошадей. Они обладали преимущественным правом пользования пастбищами. Развитие производства требовало и дополнительной рабочей силы. Для этого использовался труд рабов, которыми главным образом становились пленные воины. Однако основной производительной силой являлись, конечно, бедные слои населения. Таким образом, в усуньском обществе были созданы все предпосылки для разделения его на классы. В научной литературе усуньская культура рассматривается в тесной связи с сакской. Даже внешне усуньские курганы мало чем отличаются от общесакских захоронений. Поэтому ученые именуют
сакские и усуньские курганы одним термином – сако-усуньские. Такие курганы найдены и в Иссык-Кульском регионе, и в Чуйской долине. Исследуя усуньские памятники, ученые находят в них черты сходства с культурой хунну. В этом плане несомненный интерес представляют находки археологических раскопок в северной части города Бишкек. Меч и нож с полукруглыми навершениями рукояток, трехгранные наконечники стрел, тяжелый золотой браслет и другие. Особо впечатляет серебряный панцирь с изображением двух оленей. Государство Дабан. Еще в первом тысячелетии до нашей эры на территории Ферганской долины, предгорная и восточная часть которой входит в современный Кыргызстан, образовалось государство с развитой оседлой земледельческой культурой. История государства насчитывала более 1000 лет, однако в письменных памятниках сведения о нем встречаются лишь со II-I веков до нашей эры. В китайских хрониках ферганское государство именовалось царством Дабан. В переводе с древнетюркского слова Фергана и Дабан обозначали очень красивое живописное место. Персы называли государство Сок, а китайцы — Полоно. Во II веке до нашей эры Фергана представляла собой сильное государство с развитыми отраслями хозяйства. Основу его экономики составляло орошаемое земледелие. Столицей Ферганы был город Эрши. По мнению ученых, в Восточной Фергане проживало не менее полумиллиона, а по китайским источникам — около 300 тысяч человек. Данные антропологических исследований показали, что жители ее относились к европеоидам, они имели глубокие глазницы и густые бороды. Политическое устройство. Дабанское государство явилось результатом объединения множества небольших городов-государств, расположенных по берегам рек, а также государств-оазисов, повсеместно возникающих в долине. Государственное управление в них осуществлялось местными правящими династиями. Вместе с тем правители этих государств подчинялись центральной верховной власти. Верховный правитель имел двух советников, визирей, которые происходили в основном из близкого ему родственного окружения. Важные государственные вопросы правитель выносил на совет старейшин, который играл важную роль в общественной, политической жизни страны, обладал большими полномочиями. Так именно совет старейшин принимал решение об отрешении правителя от власти и даже о предании его смертной казни. При участии Совета старейшин объявлялись войны, заключались мирные договоры, устанавливались приоритеты международных взаимосвязей. Таким образом, для Дабана была характерна ограниченная форма монархии. Общественное устройство. Социальное расслоение, классовое и внутриклассовое, происходившее в ферганском обществе, протекало в русле процессов и явлений, характерных для раннефеодального общества. О появлении раннефеодальных отношений и формирования класса феодалов свидетельствует в общих чертах появление новых типов зданий, дворцовых сооружений, других объектов инфраструктуры, соответствующих потребностям и вкусам нового сословия, а также сведения исторических памятников об изготовлении и заготовке некоторыми богатыми людьми в большом количестве виноградного вина. Можно допустить, что для них вино служило предметом проведения торговых сделок, обмена продуктами труда, то есть помогало обогащению. Основными производителями общественного богатства были свободные члены общины, крестьяне-ремесленники. Использовался также труд рабов. Однако большая часть богатства присваивалась кучкой богачей и знати, стоявшей у власти. В семейно-брачных отношениях господствовали патриархальные устои. Вместе с тем, сообщения письменных источников о том, что женщины пользуются уважением, а мужчины непременно выполняют то, о чем говорят женщины, свидетельствуют о значительной роли и высоком статусе женщины в обществе. Вполне возможно, что это было характерно и для женщин полукочевых племен горных районов Восточной Ферганы. В основе внешнеполитической стратегии государства лежал принцип обороны. По сообщениям китайских летописей, войско дабанцев насчитывало около 60 тысяч человек. Воины отличались с дисциплиной и выучкой, они были прекрасными наездниками, могли на полном скаку точно поражать цель. Для повышения боеспособности своего главного оружия, лука, воины отделывали его костью, изготавливали наконечники стрел из бронзы и железа, были и трехгранные наконечники. Однако, несмотря на миролюбивую направленность взаимоотношений с другими государствами, в конце II века до нашей эры дабанскому народу пришлось испытать на себе тяжкое бремя борьбы с Ханьской империей, которая проводила агрессивную захватническую политику, особенно в период правления императора Уди 140-87 года до нашей эры. В первую очередь объектами интересов империи становились соседние земли. Регулярные нашествия армии империи подорвали силы кочевого государства хунов, а она захватила обширные территории восточного Туркестана.
Таким образом, во владении империи оказалась большая часть земель, через которые пролегала одна из главных торговых артерий той эпохи – Великий Шелковый путь. Заключив в 105 году до нашей эры союз с усунями, китайский император Уди мечтал о покорении Дабани, которая в силу своего географического расположения являлась важнейшим пунктом на Великом Шелковом пути и могла стать не только главным камнем преткновения, но также основным соперником в реализации его планов – быть единоличным хозяином на всем протяжении этой торговой магистрали. Повод для этого представился. Уди снарядил в Дабань специальное посольство, чтобы приобрести знаменитых ферганских аргамаков. Послы потребовали продать китайской стороне лучших коней, однако совет старейшей Дабани наотрез отказался продавать коней. Более того, посланник за чрезмерную спесь и наглость был казнен в пограничном городе Ю, местность Шоро-Башат близ современного Узгена. Разгневанный император объявил Фергане войну. Против нее была брошена огромная сила – 6000-я конница, несколько тысяч пеших воинов под предводительством полководства Ли Гуанли. В 103 году до нашей эры войска выступили из китайского округа Дуаньхуань на запад. После тяжелых боев эти войска штурмом взяли город Ю. Однако ожесточенное сопротивление местного населения не позволило захватчикам продвинуться дальше. Ли Гуанли был вынужден отступить. Ханьская армия понесла большие потери. Из каждых 10 воинов назад вернулись лишь 2. Поход на Фергану сильно пошатнул на западе авторитет Ханьской империи. Задавшись целью во что бы то ни стало наказать непокорную страну и тем самым осадить другие государства, злорадствующий по поводу его неудачи Уди снарядил Ли Гуанли в новый поход. В его подчинении была армия в 100 000 воинов, которую сопровождал караван 140 000 вьючных животных. В 101 году до нашей эры войска достигли столицы, города Эрши, и окружили его. После 40 дней осады захватчики повернули русло реки, питающий город, в другую сторону, а затем, разрушив крепостные стены, ворвались в город и захватили членов Совета Старейшин. Войска даваньского царя Мугуа вынуждены были отступить во внутренний город. Имея запас продовольствия, отважные защитники выкопали колодец и продолжали отражать атаки врага. Несмотря на преимущество у города Эрши, положение китайской армии было непрочным. Сопредельность Ферганой государства Кангуй открыто выражала свое недовольство политикой Китая. 2000-й усуньский отряд, присланный на помощь Ли Гуанли, участия в военных действиях не принимал. Более того, усуни были готовы скорее даже поддержать ферганцев. Оказавшийся в тылу врага, город Ю тоже не открыл свои ворота. Наконец, упорная оборона города Эрши была ослаблена из-за интриг среди приближенных ко двору. Прокитайски настроенный сановник Мо Цай, мечтавший о власти, предательски открыл врагам путь в город. Царь Мугуа был убит, совет старейшин преподнес его голову Ли Гуанли и запросил мира. Полководец, оценив сложившуюся обстановку, принял предложение совета старейшин. Согласно договору, империя Хань получила несколько десятков чистокровных аргамаков и около 3000 лошадей. Освобожденный трон занял Мо Цай. В результате противник был вынужден уйти, так и не покорив Эрши. В Китай возвратилась всего 6-я часть войска, а из 3000 ферганских скакунов до места назначения дошла 1000. С уходом армии Ли Гуанли политическое вмешательство Ханьской империи в дела Даваньского царства прекратилось. Совет старейшин обвинил Мо Цая в измене и приговорил его к смертной казни. Царем стал Чань Фэнь, родной брат Мугуа. Так завершилась 4-летняя борьба древней Ферганы с Ханьской империей. При поддержке других народов Средней Азии и Восточного Туркестана она отстояла свою независимость. Фергана занимала достойное место в оседлой земледельческой цивилизации Востока. Оседлые земледельцы обрабатывают землю, возделывают рис и пшеницу, изготавливают вино из винограда, сообщали китайские источники. Этому способствовали в первую очередь разработка и использование ее жителями системы искусственного орошения. Важной отраслью хозяйства являлось разведение породистых скакунов, слава которых была известна далеко за пределами Ферганы. Легенды, бытовавшие среди населения, связывали это с происхождением их от небесных скакунов. Ферганцы гордились своими чистокровными аргамаками, передавали из поколения в поколение секреты ухода за ними и сохранения их породы. Кроме того, население выращивало коров, овец, коз и верблюдов. Развитие торговли. Удобное географическое расположение Дабани позволило ей еще до появления Великого Шелкового пути занять важные узлы торговых трактов, соединяющих Запад Азии с Восточным Туркестаном. Население выгодно использовало эти преимущества, производило немалое количество товаров для продажи в других странах.
Дабанцы используют привозимые из Китая золото и серебро не для чеканки монет, а для изготовления ювелирных украшений, сообщал китайский источник, анализируя изделия местных мастеров. Географический диапазон торговых контактов в Дабане был широк. Здесь Северная Африка и Рим, Западная Азия и Индия, Восточный Туркестан, Китай и другие развитые регионы и государства. В V веке нашей эры территория Ферганы вошла в состав обширного, но разнородного государства эфталитов, а к середине VI века она была завоевана тюрками. Таким образом, древние народы, населявшие территорию современного Кыргызстана, не стояли в стороне от важнейших мировых исторических процессов. Находясь в тесных взаимосвязях с другими народами, они имели свою нишу в политической, экономической, культурной и социальной жизни той эпохи.